104-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Память о героях. Спасибо всем ветеранам, которые нашли время прийти к нам в этот торжественный день. Я хочу пожелать участникам соревнований бескомпромиссной борьбы и всем доброго, хорошего настроения в эти предпраздничные праздничные дни. Спасибо. Уважаемые ветераны, уважаемые участники турнира, гости, почетные гости. От всей души поздравляю вас с наступающим великим праздником, Днем Великой Победы советских войск над фашистской Германией. Я очень рад, что турнир живет, что турнир развивается, набирает обороты, становится традиционным. Очень рад, что этот турнир находится на Иркутском институте водного транспорта. Позвольте поздравить всех вас, всех нас с открытием сегодняшнего турнира. Особенно это приятно, что накануне Дня Победы этот турнир своими достижениями, своими победами вы отдадите долг своим дедам-прадедам, которые защищали наше Отечество. Я хочу отметить, это самое главное, то, что на этот турнир приехали два к нам именитых самбиста. Это братья Лебедевы, Илья и Дмитрий, которые показали, провели мастер-класс, поработали с ребятами, рассказали, как добиться таких спортивных результатов. То есть, если чем больше будет таких объемных встреч, то я думаю, у нас появятся хорошие спортсмены, которые добьются таких же результатов. Поэтому я очень благодарен, что мы нашли такую возможность привести таких спортсменов к нам, провести с ними, значит, что они нашли время провести с нашими ребятами работу.
приемов. Он меня всегда выручал на всех чемпионатах России, Европы и мира. В городе Якутске впервые, все очень понравилось. Видим, что федерация самбо работает, что ребята занимаются, что также хотят все тренироваться, добиваться успехов. Мы вот совсем недавно были в Магадане, там проводили свои мероприятия и приехали в Якутию. Конечно, наша задача показать, заинтересовать тех детей самбо, которые только начинают вставать на свой путь самбо. И, конечно, хочется весь свой опыт передать именно для этих детей, чтобы они добивались больших результатов, чтобы выступали на российских и международных соревнованиях, чтобы защищали свой город, свою республику. Сегодня мы провели мастер-класс по самбо, показали мы ребятам перевороты на удержание в партере и также перевороты на болевой прием. И затем перешли в стойку, показали свои коронные приемы через спину с колен, бросок, и также показали подсечку изнутри. Это те наши коронные приемы, которые нам помогали на чемпионатах России, Европы и мира. Желаем всем ребятам развиваться и дальше и побеждать. Ежегодного турнира. Республиканский турнир. Было 180 участников. Второй традиционный открытый турнир республиканский по самбо «Победа», посвященный героям-речникам и в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне. Турнир прошел на высоком организационном уровне. Участвовало 152 участника из городов Нерюнгри, поселка Серебряный Бор, город Якутск, город Покровск, Максаголох, поселок Жатай и 8 клубов из города Якутск. Надеемся в дальнейшем, что турнир будет проходить ежегодно. Хотелось бы лично поблагодарить от команды города Нерюнгри, организаторов этого турнира, пожелать им успеха, здоровья. В городе Якутске и в нашей республике самбо начинается развивается очень популярно. Очень много желающих ходить на тренировки, но, к сожалению, у нас нет возможности, где мы могли бы проводить сборы и проводить соревнования. Благодаря Институту водного транспорта, предоставив нам такой прекрасный зал,
где мы сегодня провели второй турнир республиканский на призы и медали «Победа» в преддверии Дню 9 мая, Дню Победы. Все прошло успешно, то есть не было травм. По судейству все прошло замечательно, поэтому очень хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в организации этого турнира, особенно Слитко Павла Владимировича, фирма «Ганза», также компания судоходные, которые приняли активное участие в организации этого турнира. Я думаю, что он будет продолжаться. Я думаю, что мы в дальнейшем сделаем так, чтобы этот турнир пользовался популярностью морских и речных техникумов, институтов. И я думаю, что эта лепта несет в развитие, воспитание командиров флота, ну и вообще патриотов нашей страны.